Поменяли шило на мыло. Жители Алекминска бьют тревогу. Новое жилье, выделенное им по программе переселения из ветхого и аварийного жилфонда, рассыпается в прямом смысле этого слова. В квартирах холодно. В самый морозный день температура в квартирах достигала минус 12 градусов. Подробности в материале Саргаланы Захаровой. В декабре 2014 года произошло долгожданное событие для жителей нескольких ветхих домов Алекминска. 16 семей получили ключи от новых квартир в новостройке по адресу Юбилейная, 12. Однако радость новоселов была недолгой. Уже с первых дней начались проблемы. Все у нас стало падать, все проваливается, все сыпется, страшный холод. На первом этаже у нас была температура даже 0 градусов, минус 4 градуса, минус 6 градусов. Люди начали обращаться во все инстанции. Во время проверок выяснилось, дом утепляли строительным мусором. Под полами лежали обледеневшие комки опилок, бутылки, банки и другой мусор. Ситуация ухудшилась потеплением. В квартирах на втором этаже с потолка начала течь талая вода, испортив и без того сыплющуюся отделку. Управляющая компания «Комфорт», в чем ведомстве находится дом, выявила грубые нарушения в выполнении утепления и герметизации потолочного перекрытия. Это и было причиной протекания. Но и это не все. Сейчас дом весь в щелях. Гипсокартон отходит от стен, полы проваливаются под ногами, а двери давно уже не выполняют свою функцию защиты от незваных гостей. Сама дверь вот разваливается. Все. Не получается. Она вот тут вот развалилась, вот дверь. Вот она отошла, вот рука заходит, вот эта фанерка вот сама отвалилась. Этой зимой произошел сбой в отоплении. В самые морозные дни температура в квартирах опускалась до минус 12 градусов. Жильцы утеплялись как могли. Кто-то запасся обогревателями, а кто-то оставлял включенную плиту на кухне. Мы попросили администрацию города прокомментировать происходящее. Система отопления, хотя сделана по проекту, но почему-то она нормально не работает. Ну, там как бы две проблемы. То есть система, которая сделана, она не позволяет нормально обеспечивать теплом данный объект. Поэтому нужна реконструкция системы отопления. Все варианты, которые были отработаны, подрядчиком не выполнены. Хотя это можно было сделать до завершения новогодних каникул. Программа переселения из ветхого и аварийного жилья находится под контролем Минстроя Республики. Поэтому мы обратились в государственное ведомство и показали видеоматериалы из Алекминска. Брус в процессе первых лет эксплуатации дает осадку. Причем это не учтено при монтаже, при обшивке внутренней части здания гипсокартоном. Имеющийся материал мы рассмотрим в ближайшую пятницу. И я думаю, будет принято решение о выездной проверке совместно со службами стройнадзора, совместно с техническими специалистами, которые сделают свое заключение. И подрядчику будут выставлены определенные требования, которые он должен исполнить. В случае неисполнения будет уже юридически разбираться. Теперь жильцам остается только ждать и надеяться, что их право на достойное и безопасное жилье все-таки будет реализовано. Саргалана Захарова, Алексей Семенов, НВК Саха, Якутск, Алекминск.